Пацаны пришли молодые в розыск, там 2-3 года, отработали. Получили возможность взять деньги под ипотеку, под кредит, покупают себя, потом живут от зарплаты до зарплаты. На одной руке наручник к работе, на другой наручник прикован к этим финансовым обязательствам перед банком. Вот так же вот ехал. Вот этот магазин, пятерочка. Чиновники просто используют свой административный ресурс, прилагают усилия, чтобы твое руководство давило на тебя, чтобы ты забирал заявление, не жаловался никуда, никому ни о чем не рассказывал. То есть, получается, все заминается на верхнем уровне. Твое мнение, оно становится последним. То есть меня начали более тщательно смотреть материалы, то есть искать придирки, поднимать прежние материалы. Потом вообще смешного доходит. Неожиданные проверки сотрудников ОСБ, смотреть сейфы, смотреть документацию, искать что-то к чему-то. Ну, я просто думал, я понял, что может что-то и найдут, даже не мое. Подкинут и все остальное. Входя в суд уже не как сотрудник полиции, я вижу, что у нас судебная система, она, как бы, чтобы не грубо сказать, мировые суды у нас, как правило, занимают заранее выбранную позицию, и эта позиция не на стороне человека. То есть она, система защищает систему. За прошлый год было за промежуток времени составлено, например, 1000 протоколов за непропуск пешеходов, а в этом году составлено на этот момент, допустим, 800 протоколов постановлений за данное нарушение. Руководство ГИБДД ставило задачу еще 200 нарушений составить. ГИБДД на дороге. Какие мысли сейчас? Сочувствие. Времени ты тратишь на розыск преступника, это максимум 1,5 часа в день. Остальные все чисто уходят на бумажки, на бюрократию, на волокит, на все остальное. Люди из системы убегают. Сейчас очень большой кадровый голод в системе МВД. Все вот терпят. Кому остается год, 2-3 до пенсии, они терпят. Но все жалобы, начиная с того, что ненормированный рабочий день. Хочешь работать, ты должен сам себе еще или купить материалы для работы, грубо говоря, там канцелярские принадлежности, компьютеры, принтеры, факс, ну все, что необходимо. Их эти митинги уже тоже достали. То есть им на митингах говорят, ну, то есть вот по-хорошему, там же на митинге ходят здравые люди с высшим образованием, пытаются поговорить с этими сотрудниками полиции, типа, ребята, а вы за что стоите? Многие недовольны тоже властью, руководством, всем остальным, но всех держат ипотека, кредиты и либо вот скорейшая пенсия. В гражданке есть жизнь, всегда можно найти работу, зарплату сотрудника полиции на работе, я считаю, вообще без проблем.